Помидоры. Поздно, все разобрали уже практически. А вот возьмем варенье клубничное, последнее А вы осталось. сами-то чего-нибудь напекли, собирали? Конечно. Все свое, все родное, все свежее. Овощи все свои, варенье и советское. Самое вкусное все разобрали. Последнее вот клубничное осталось. От таких зазывал точно не отвертишься и обязательно что-нибудь купишь. Да и цели у участников ежегодной школьной ярмарки благие. Вырученные средства не растрачивают понапрасну, часть направляют на нужды классов школы, а большую в помощь бойцам специальной военной операции. Мы посвящаем еще эту традиционную ярмарку нашим ребятам, которые являются участниками специальной военной операции. Вот. И часть средств, вырученных на нашей ярмарке, мы, естественно, перечислим в поддержку и в помощь нашим ребятам. Руководство школы придумало ярмарку лет 5 назад. Ее целью было привлечь внимание школьников и их родителей к совместному труду и творчеству в разных направлениях. Как говорится, зашло. На ярмарке можно купить шишки и ягоды, которые вместе собирали в лесу, отведать домашних пирогов и тортов, приготовленных дома на кухне, посмотреть, что выросло на огороде. Ой, сюда приносят все. От овощей до сладостей. Так что гуляй, душа, как говорится. Ваш сын учится в этой школе, вы участвуете? Да, в торговле нет, конечно. У меня в 8 классе сын и в 3 классе. Медовый торт постряпала. Школьная ярмарка – это история не про торговлю, это место встреч, общения и положительных эмоций. Акция давно вышла за забор школы, и теперь здесь уйма народу. Вы знаете, у меня такое ощущение, что город просто ждет нашу ярмарку, потому что приходят не только наши учащиеся, родители наших ребят, педагоги, но приходят буквально со всего города. Вчера я наблюдаю такую картину, что наша реклама гуляет по всем статусам жителей нашего города Алдана и даже в Тамоте. Такие мероприятия сплачивают людей и стирают грани между детьми, родителями и педагогами. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.